Хлопзеку атырску ателехопшцам. Уаха апсу телехопшра каналаджым, ишьяшо ицо аэфирала ишьода агалойт, апсна ахада ихатыпоюс ипгуло а кандидатца злаху ателедебатква. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Абхазское телевидение. Мы предлагаем вашему вниманию теледебаты с участием кандидатов в вице-президента Республики Абхазия. У нас сегодня в студии находятся 3 кандидата в вице-президента из 5. Разрешите представить: Дауд Валентинович Агрба, Алхас Владимирович Джинджал и Адгур Патович Какоба. 2 из кандидатов в вице-президенты не смогли присутствовать. Один находится на встрече, Беслан Беглова, в Москве на встрече с диаспорой. 2 тоже был на встрече сегодня, Тенгиз Кутели, и не смог, к сожалению, присутствовать на прямом эфире. Хлопзеку атырску кандидатша рабхя зиргыла нишзейта схойт ухатби айфир ашук гылыша. Рабхя ажу шахтует алхуйчарах хынарханык, а кандидат рахзук ширгыла зады шварцуэзы незаптрахойт 2 минут камта, а таймер айкрана джей кургыла хойт. Айбабе хутаджа, амебкачыр зара квартаква кашцойт, уэзы нишутахойт 2 минут камта, ахбабе хутаджа, а зара ква مهدر تلشارة شحتوي تزخبنا ويبخا الخويت فرخنا الخنا أجوكاك حوارت يبشل شارة شحتوي. Уважаемые кандидаты и телезрители, мы хотим так о регламенте немного поговорить. Теледебаты состоят следующим образом. Вначале вам будет предоставлено слово для того, чтобы рассказать избирателям, что вас побудило выдвинуть свою кандидатуру в вице-президенты. На это будет определено 2 минуты. Таймер будет отображен на экране. Во второй части вам предстоит ответить на наши вопросы. На это отведено 3 минуты. И в третьей части вы можете обменяться вопросами. И в завершении мы вновь предоставим вам слово для того, чтобы вы обратились к избирателям. Регламент хацнот. رابخذ عجوا يحتويت دو تاجربة عجوا شحتانزا حزت زيرب شنو سمية. Агрба Дауд Валентинович родился 11 октября 1978 года в городе Гагра. В 1995 году окончил среднюю школу номер 5 с отличием. В 2000 году окончил экономический факультет АГУ по специальности «Финансы и кредит». С 2000 по 2001 служил в рядах Вооруженных сил Республики в должности командира взвода. С 2001 по 2005 служил в Государственном таможенном комитете в должности ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и контроля, инспектора таможенного поста Сухум Государственного таможенного комитета. Старший лейтенант таможенной службы, неоднократно поощрялся за безупречную службу. В 2007 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности юрист. С 2005 по 2008 годы заместитель председателя правления коммерческого банка Сухумбанк. С 2008 по 2021 год председатель правления банка Сухумбанк. В 2021 году окончил на красный диплом магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности «Финансовые институты и рынки». Женат, отец 3 детей, 2 сына и дочь, член Общественной палаты Республики Абхазия. Хлопзеку атырску алхайчва, атырску телехопшчва. Хара бри хаскула замме имариям хакплара. Хукукас яму прапхинаргылна хастагылу ицавулу, а политикат кризис алцра. Хара хгуана гарала уялцра, зиграпхи харгыларуб, политикат реформа, конституцият реформа ха изахвел ушта южашуксар ныцка слачажу. Уи яхана тойт. Амчраква, хунткарат амшуку рынуцка атак пхукра ахаракра. Уи хана тойт абсна хунткара интереску рабха гылара. Убризеге зинхай нартпана адыратара рынуцка атак шахтат ха убаску янагойт абзеров завод. Уже хазут зюрб Алхас Владимир Джинджал и Насмия. Джинджал Алхас Владимирович родился 6 октября 1974 года в городе Сухум.
В 1991 году закончил среднюю школу номер 2 города Сухум. С 1991 по 1998 годы учеба в Кабардино-Балкарском государственном университете, медицинский факультет. 1992 год работа в Гудаутском госпитале со сверстниками-студентами. С 1998 года по настоящее время врач-хирург Сухумской городской клинической больницы. С 2013 года в должности заведующего хирургическим отделением Сухумской городской клинической больницы. В 2008 году участник операции по освобождению Кадурского ущелья. В 2017 году избран депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия. Избран председателем комитета по здравоохранению и социальной защите. В 2020 году один из организаторов и активных участников кампании по борьбе с COVID-19. Организатор волонтерского медицинского центра «Красный мост» в период COVID-19. Многолетний участник летних горных детских лагерей Сухумского дома юношества на Ауатхаре, участник проектов «Горная Абхазия» и экспедиций по поискам останков советских воинов. Будучи депутатом парламента Республики Абхазия, участник одного из раундов женевских переговоров, один из разработчиков жилищной программы Кабинета министров республики, участник проекта закона о стратегических объектах, участник программ по поддержке энергетической отрасли и борьбе с майнингом, женат, 2 детей. Супруга – преподаватель АГУ, сын – работник Комитета по делам спорта и молодежи, дочь – учащаяся 10-й средней школы. Родители – ветераны МВД республики. Награжден медалью за отвагу за освобождение Кодора. Алхас Шалака. Добрый вечер, приветствую наших телезрителей, избирателей. Хочу сказать, что нахождение в этой студии сегодня, участие в дебатах и, соответственно, выборном процессе является для меня в первую очередь этапом очередным последнего десятилетия, когда я активно участвовал в общественной жизни нашей страны, активно боролся, в моем понимании, с антинародными инициативами, апофеозом которого стали последние политические события. Участвуя в этом процессе, в нынешнем выборном процессе в качестве кандидата в вице-президенты, рассчитываю, естественно, на понимание и поддержку наших избирателей и на то, что 15 числа мы сможем донести в максимально понятном виде нашу точку зрения, что мы делаем, почему и зачем, и рассчитываем на поддержку широчайших слоев населения. Спасибо за внимание. Спасибо. Уже азазурует Адгур Паатайпа Инасамия. Кокоба Адгур Паатович родился 24 ноября 1965 года в селе Атара Чимчирского района Республики Абхазия. В 1983 году окончил Атарскую среднюю школу и поступил в Абхазский государственный университет. С 1984 по 1986 годы проходил военную службу в ракетных войсках Краснознаменного Закавказского военного округа. С 1986 года продолжил учебу и в 1990 году окончил филологический факультет Абхазского университета по специальности литературовед, преподаватель абхазского языка и литературы. В 1990 году начал работать в Абхазском государственном университете на кафедре истории абхазской литературы лаборантом, старшим лаборантом, преподавателем, старшим преподавателем. С 1995 по 1997 годы работал председателем Объединенного профсоюзного комитета АГУ. С 1997 года по 2022 годы по совместительству работал заведующим фольклорной лабораторией и старшим научным сотрудником отдела фольклора в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гуля, Академии наук Абхазии. С 1999 по 2002 годы учился в аспирантуре по специальности фольклористика. С 2006 по 2014 годы работал помощником ректора Абхазского госуниверситета. В 2013 году было присвоено звание доцента кафедры абхазской литературы. В 2014 году был назначен министром образования, науки, спорта и молодежной политики, где проработал до 2020 года. С 2011 года является заместителем директора учебно-научного центра нартоведения и полевой фольклористики АГУ. Читает лекции по истории абхазской литературы и фольклору, автор более 5 научных публикаций. Неоднократно участвовал в международных научных конференциях в Российской Федерации. Участвовал в 6-х фольклорно-этнографических экспедициях в
в Турецкой Республике. В 1992-93 годах принимал участие в Грузино-Абхазской войне. Был командиром роты 5-го батальона 1-го полка Восточного фронта, подполковник запаса. В 1996 году был награжден орденом Леона. Женат, отец 2 сыновей. Откур патай пажи, шмоп, минутка. Агрепсо телехопшца, атрызку алхайча. Ацухтун пиашукс курза, апсна имя пасва политика тхтасква, афяртара танаргылу акынза инейт. Абрихопкус иқацана хара убысепши ихазбет команда епшны ихуцва абстаза арачы ареюза ахтасква аневсги мепасва ялагар афяртара итанаргылу туимо хара хмилат зынза рыказара аззара вадайхотха убриакнат ихазбет ewepши меча гылу команда ква рқынпи профессионал зыҟаҵара бзиа змо зыжәлар рзыҳәан згәы былуа аԥсуа жәлар рзыҳәан аԥеиԥш бзиа заурц зҭаху еидкыланы ҳаԥсҭазаара даҽа мҩак ахь иқәаҳҵап ҳәа. Абри ауп аԥхьаӡа иргыланы хықәкыс ишьҭаҳхыз ара Аԥсны Ахадарахьы алхразы ҳхы-нықәҳаргылоз. Табуп идуӡӡан минутки шәышьҭашәыгӡеит. Табуп ҳаҭырцәқәа телехәаԥшцәа убри ала актәи ахәҭа ҳаркәшоит, ари астудиа ҳгьежьуеит секундқәак рышьҭахь. Иацаҳҵоит ишиашоу ицо адырраҭара, уажәы иаамҭоуп амҩаԥгаҩцәа рызҵаарақәа рҭак аҟаҵара. Раԥхьатәи азҵаара аԥсышәала иҟасҵоит, нас убас аԥсышәала, урысшәала абас еилаԥсаны ҳааилоит. Иҟоуп убас еиԥш агәаанагара ажәлар еиҟәшаны иҟоуп ҳәа. Шәара ус иҟоуп ҳәа шәыԥхьаӡома, насгьы Аԥсны анапхгарахь шәнеир, иарбан шьаҿақәоу иҟашәҵо ажәлар реидкылара азыҳәан. Иалагода еиҳа нас агәаҳәара змада. Аԥхьана аԥхьараҿы ишысҳәаз еиԥш, аиашазы аҵыхәтәантәи ҩажәа-шықәса раахыс иумбо иҟаӡам ҳаԥсуа жәлар рыҩнуҵҟа еиуеиԥшым аполитикатә еиҿыхарақәа ирыхҟьаны ҳажәлар еиҟәшаны ишыҟоу. Уи агәҭынчымра зызцәырнамго аӡәгьы дыҟаӡам, аԥхьаӡа иргыланы иара ҳаԥсҭазаара, ҳҳәынҭқарра, арҿиара аусқәа аԥхьаҟа иахьазымышьҭуа иадкыланы уахәаԥшуазар. Убри аҟнытә ҳара хымԥада иахәҭоу ҳәа иаҳаԥхьаӡо абыржәшьҭа иаанкыламзар хынтә, ԥшьынтә, абас изаамҭанытәым Аԥсны Ахада иалхра ҳахьаанаго аус ҳара ашәарҭара ду ҳҭанаргылар алшоит. Абри зегьы дарбанзаалакгьы иахьа Аԥсны Ахадарахьы иқәгыло акандидатцәа хәҩык урҭ ирыцу акомандақәа рхахьы иааганы иаҳа еиӷьу амҩа азыԥшааны ԥхьаҟа ирмышьҭыр ада ԥсыхәа ыҟаӡам. Ҳара усҟаҩык ҳрацәаӡам, ҳаԥсынрагьы уиаҟара идуӡам, ҳажәлар рлахьынҵа ҳалахәмаруа аԥышәарақәа мҩаԥаҳго, уажә еиӷьымхаргьы ушьҭан еиӷьхап ҳәа, абри даҽа мҩак азымԥшааӡакәа ҳшааиуа ҳааиуазар, уи аԥсуа жәлар ирыхәо ак акәӡам, уимоу еиҭахгьы исҳәар сылшоит, ашәарҭа ду аҟынӡа ҳнанагар алшоит. Саҭамзаат, аха абри нас аполитика ганахьала азҵаара азыҳәан ҳгәаанагарақәа еиқәымшәозар, нас уи ҳаиҟәшоуп ҳәома иаанаго? Мамо, уи акәӡам сара араҟа аиқәшара ҳәа изысҳәо, аполитика ганахьала есымша аилибамкаарақәа зегьы зықәшаҳаҭым аусқәа ыҟоуп, аха иҳамбахьеи аԥсҭазаара иаҳнарбеит ажәлар зегьы Аԥсны дара ирҭаху аусқәа аԥхьаӡа иргыланы Аԥсны Ахада ихахьы иаамгаӡакәа урҭ ргәаанагарақәа иара идымкылаӡакәа даҽа мҩак ылхны дандәықәлак, убри иҟанаҵо аиҿагылароуп сара сызҿу. Убри аҟнытә иахәҭаны иҳаԥхьаӡоит
ажәлари аиҳабыреи ражәа еибакуа аицәажәара бзиа рыбжьазароуп есымша, ажәлар рхьаа ихьаазароуп Аԥсны Ахада, ажәлар ргәынқьра иныруазароуп. Уи аныҟамла аиҿагылара ҟалоит. Убриз аиҿагылароуп сара сызҿу. Егьыс ауаҩы акритика ҟаиҵар дызҿу амҩа иашамзар, абри абасоуп ишеиӷьу ҳәа иарҳәозар, уи аиҿагылара ду ҳәа сахәаԥшӡом. Бҭабуп, еилкаауп. Алхас Владимир-иԥа, шәгәаанагара. Сара аԥхьа исҳәарц исҭаху есма саташәымҵанаха, чтобы не создавать комичных ситуаций, вынужден перейти на русский язык, и пускай простят меня зрители, и вы, конечно, в первую очередь. Поэтому продолжу на русском. Я, конечно, согласен с Адгуром Патовичем. Сегодня такому мы пришли к рубежу, когда даже дело не в реформах, не в каких-то законодательных изменениях, во всех этих тонкостях политического процесса, когда наш народ, наше общество, не именно наш народ Абхазии, а народ Абхазии, это нечто большее даже. Если мы не научимся как-то ментально прислушиваться друг к другу, нечто такое большее, чем просто диалог там и так далее. Если мы не научимся слушать друг друга, если мы не научимся взвешивать внешние и внутренние риски, то нам это грозит, конечно, печальными последствиями нам как народу и нам как государству. Естественно, мы, никто здесь стоящих, я уверен, и всех наших сторонников, всех граждан Абхазии, никто не рад тому, что происходят эти процессы уже не первый раз в таком виде, неприглядном. Никто не собирался, никто не планировал это делать, но когда, опять-таки, мы не слышим друг друга, это повторяется ситуация раз за разом, и надо предполагать, она будет повторяться и дальше, если и в этот раз мы не предпримем никаких шагов по изменению ситуации, я имею в виду уже сразу как бы вперед те же самые реформы, о которых все говорят. Общество уже просто требует проведения этих реформ. Возможно, в следующие 5 лет, неважно, как пройдут выборы, в следующие 5 лет наша страна должна посвятить своему обновлению, своему реформированию. Уже понятно и очевидно, что голодными мы не останемся, так некрасиво скажу, но в каком-то измененном виде мы из этой пятилетки должны выйти. Это просто требование времени, как говорится. Иначе, повторю, нас ждут печальные последствия. Такое мнение. Спасибо. Дауд, Валентин. Сакушахатуп иҟәшоуп ҳажәлар. Уи ҳажәларгьы иҟәызшогьы амзызқәа амоуп, иаҳдароуп, иаҳбоуп. Аҵыхәтәантәи абра Адгәыр Патовигьы иҳәеит, ҩажәа шықәса рыҩныҵҟа аполитикатә мчрақәа дара русқәа рыӡбоит. Хынтә-ԥшьынтә апрезидент изаамҭанымкәа аҩныҟа дҳашьҭхьеит, аха акымзарак акгьы аҽаԥсахӡом. Уи зыхҟьо иара акризис ҳазҭагылоу абра сажәа саналагоз исҳәеит, иҵаулоу аполитикатә кризис ҳҭагылоуп. Аԥсахрақәа алагара аӡәгьы иҭахӡам. Данықәгыло, кандидатс даныҟоу далацәажәоит, иҳәоит, иҟаҵатәуп абри, иҟаҵатәуп абри, аконституциа иалагалатәуп. Иажәит ҳконституциа усҟантәи аамҭазы инҳадаҳкылоз амзызқәа ахазына аҭагылазаашьа ҽакын. Уажәшьҭа аҽаԥсахит, адунеи ҳакәша-мыкәша ԥхьаҟа ацара иаҿуп. Ҳара иҳамоу ахҭысқәа, ҳара ҳҿы имҩаԥысуа ахҭысқәа реиԥш ҳакәша-мыкәша џьаргьы иҟаӡам уҩыза. Ҳәынҭқаррақәак рҿы иҟазар ҟалоит, аха уи ҳара ҿырԥшыс иҳамгароуп, избан акәзар урҭ даара иагханы инеиуа ҳәынҭқаррақәа роуп. Ҳара ҳаԥшыроуп ԥхьаҟа ҳаихалароуп, убри азын ҳалагароуп аполитикатә система аиҭашьақәыргылара. Убасҟан убри ныҟалло аамышьҭахь агәрагарагьы зҳауоит ажәлар рҟынтә аҳәынҭқарра ишҟа усоуп ишышьақәгылоу аҳәынҭқарратә система. Убри алагалақәа ҟаҳамҵар ԥсыхәа ҳамаӡам, абра сколлегацәа ишырҳәаз еиԥш, ҽазныгьы убри аҭагылазаашьа ҳақәнаршәоит, еиҳа еицәоугьы ҟалар ҟалоит. Ҩ-ԥшьышықәсагьы ҵӡом, еиҳа иааигәаны иҟалоит. Избан акәзар, всё ҳаины ҳаҟоуп ҽакала иҳәозар, саҭашәымҵанаха усоуп иҟоу ҳҭагылазаашьа. Абарҭ ареформақәа мҩаԥаҳгар панацеиак ҳазҵаарақәа зегьы Мамо, уи иара иаҵанакуеит раԥхьатәи ишьаҿа, иаҳнаҭоит иара адисциплина, иара аҭакԥхықәра аҳаракыра. Аҭакԥхықәра аныҳараклак,
дара аҩныҵҟа амчрақәа рыҩныҵҟа иҟәшо амчқәа рыҩныҵҟа иныҳараклагьы ҽакала система аусура иалагоит, аекономикагьы ҽакала иалагоит, аконтроль захьӡу общественник, ауажәлартә контроль ҳаиҟоуп асистема. Зегьы ҳара иҳамхәыцӡеит, зегьы убри ҳазлацәажәо аус зуо ауп, апрактикагьы ҟалахьеит адунеи аҟынӡа наӡаӡо, иара атәыла амаҷқәагьы рҿы аус алот, наҟ иугозар, иара интернет уҭаланы уахәаԥшызар иубот, иубаратәы иҟоуп, аха ҳара шьоукы ҳполитикцәа ҩажәа шықәса, ҩажәаба шықәса рыҩныҵҟа ҳара иаҿуп, макьана ҳазыхҩаӡам, макьана ҳахҩаӡам, уи ҳара иаҳналаӡом, акымзарак ҳналаӡом ҳҳәот, аха нас ҳахнанагогьы ҳбот. Иаанкылатәуп убри акәаԥ ргылны иҿыцны шьҭа ҳаиҭахәаԥшны ҳдәықәлароуп, ҽакала ԥсыхәа ҳамаӡам. Спасибо. Теперь задам я вопрос. Мой вопрос касается внешней политики. Наверняка вы слышали о том, что вот оппозиционные силы в Грузии призывают, ну, в частности, призывают к новому, обращаются к новому руководству Сирии, где поменялась власть, с призывом отозвать признание Сирии. Вот ваш комментарий, ваше видение. Какие рычаги можно использовать, дабы не допустить этого? И в общем о внешней политике, что нужно сделать для того, чтобы расширить, скажем так, страны, признавшие Абхазию, какие площадки, возможно, нужно использовать? Алхаз Владимирович, давайте к вам обратимся сначала. То, что наш соперник на Востоке так оживился, конечно, это нас должно тоже как-то настораживать. В данном случае, ну, что мы можем сделать? Мы можем уповать только на какую-то, что сохранится какая-то преемственность, если это применимо к ситуации в Сирии, преемственность какая-то там юридических понятий. Мы не знаем, никто в этой студии сегодня не представляет, что из себя представляет в новые власти в Сирии. Единственное, на что мы можем надеяться, что гарант нашей внешней политики, Российская Федерация, МИД Российской Федерации приложит все усилия, чтобы сохранить вот этот юридический статус отношений между нами и Сирийской Республикой, и не только ними, потому что процесс такой, не только в Сирии, Грузия поддавливает нас, если вы знаете, там чуть ли не ежегодно идет голосование на Генеральной Ассамблее ООН, посвященной статусу беженцев, находящихся в Грузии, беженцев из Абхазии, имею в виду. И вот это тоже своеобразное такое состязание, сколько стран проголосует за эту инициативу грузинскую, больше и меньше. Каждый год эта цифра меняется, кстати говоря. Последний раз, кстати, стран стало больше, поддержавших Грузию. Это говорит о том, что наше участие вообще на международной арене сведено нами же, скорее всего, к минимуму, я так подозреваю. Раньше, ну, я помню, когда прошли признания, и активность какая-то была после признания в отношениях с Никарагуа, с Венесуэлой. Да, эти страны далеко, да, отношения с ними трудно выстраивать, но тем не менее это был какой-то процесс. Соответственно, из Сирии мы были намного активнее, но сейчас об этом говорить не приходится. Надо напоминать о себе, о том, что мы существуем. Сегодня нет в мире других межгосударственных структур, помимо ООН, заслуживающих внимания с нашей стороны. Надо участвовать в процессах по мере нашей возможности, с помощью, повторюсь, Российской Федерации. Каждую возможность мы должны использовать. И в данном случае ситуация в Сирии для нас, конечно, будет таким маркером, что примерно нас может ожидать на международной арене по ближайшие годы, учитывая, какой бурлящий процесс сегодня представляет из себя не только Ближний Восток, а и Европа, и Америка, и так далее. Мы можем только надеяться на поддержку, естественно, Российской Федерации. Также недооцененный нами, кстати говоря, инструмент – это наша диаспора в той же Турции, в той же Сирии, Ливане, в Египте. Сейчас наша вот ездила делегация комитета по репатриации. Там вообще они есть, но мы их не знаем, они нас не знают, они в каком-то таком полуразобранном состоянии относительно себя самих, вот как пример говорю. Большая диаспора в Германии находится, ну, турецких граждан, но для нас этнический абхаз. Вот эти инструменты надо использовать максимально нам, конечно. Спасибо. Давуд Валентинович, продолжите. Ну, я начну со второй части вопроса, если позволите, по поводу расширения признания и вообще какую работу необходимо проводить.
Прежде всего, считаю, что мы могли бы сконцентрироваться на интеграционных процессах именно в части экономических проектов, которые прежде всего осуществляет Российская Федерация. Это ЕАЗС и прочие. Сейчас мы знаем, что Россия активно занимается заключением договоров и вообще сотрудничает с глобальным югом, так называемым, со странами, которые более или менее с Россией выстраивают дружественные отношения. Конечно, политическое признание – это очень сложный процесс, и навряд ли эти страны будут нас признавать в ближайшей перспективе. При этом работу в этом направлении необходимо продолжать и усиливать, безусловно. Но через экономические интеграционные процессы, на мой взгляд, будет это делать проще. Для начала развить вот эти связи, может быть, неформальные в какой-то степени, может быть, посредством и при участии Российской Федерации, но это очень важный процесс. Соглашусь с Алхасом, что мы до конца не используем потенциал нашей диаспоры. И там тоже, я бы сказал бы так, что прежде всего, наверное, экономический потенциал нашей диаспоры, который находится за рубежом, можно было бы использовать более объемно, более в полной мере для того, чтобы реализовывать те или иные проекты и уже посредством этих взаимоотношений говорить о политическом признании. Мы можем в качестве примера взять сегодня то, что происходит вокруг России. Россия находится под жесточайшими санкциями и давлениями, и фактически все государства, по сути, не признают ее, можно так даже сказать, но при этом Россия находит способы и пути для того, чтобы развиваться, для того, чтобы преодолевать этот кризис, в котором вокруг нее, который создается вокруг нее. И, в принципе, пути выхода есть. Это говорит о том, что при наличии желания и поставленной цели можно добиваться любой задачи. Поставил, выполнил, сделал. Но стратегические задачи должны быть для этого в нашем государстве и дальше уже двигаться в этом направлении. Что касается Сирии и этого вопроса, опять же, конечно, это уже наше дипломатическое ведомство должно принять все усилия. Вопрос связан снова с Российской Федерацией. Мы знаем, что и у них там не все хорошо, идут определенные переговорные процессы по поводу там, их военных баз и так далее. Опять же, в купе с Российской Федерацией решать этот вопрос, делать так, чтобы мы там могли остаться и сохранить этот фактор признания Сирии нашего государства. Спасибо. Дауд Патович, вам слово. Ни для кого не секрет, что в мире так стремительно меняется политическая карта. И вот на фоне всего этого Абхазия стоит вот, тоже знаете, что вот, все зависит от работы Министерства иностранных дел. И когда у нас есть такой стратегический партнер, друг, Российская Федерация, используя поддержку, усиливая свою работу, МИД Абхазии, я надеюсь, что обязательно предпримут какие-то новые шаги для того, чтобы и признание Сирии не отменили, используя потенциал нашей диаспоры, которые там находятся и в других странах, и в Турции, и в Иордании. Но сегодня мы видим, что пускай не обижаются на меня работники Министерства иностранных дел, но как будто работа очень вялая. И обязательно нужно будет предпринять какие-то более такие четкие, выверенные и системные шаги для того, чтобы и другие страны нас признали. Мы хорошо понимаем, что это тяжело, когда в мире вот такое происходит. А с нашим стратегическим партнером практически воюет весь мир. И поэтому только четкая работа, понимание стратегии может делать так, чтобы и признавшие нас государства сохранили, и другие страны, ну, наверное, со временем, чтобы сделали так, чтобы Абхазию признали как независимое государство. Эхаваха дача мяк хамадзам хараххата хусква елкаана яхтаху и хаху абстаза арачан брия шача шачала и хаяха яцо абхаха и хамгозар. Уезаха ятаху
аус бзианы издыруа реидкылара, аус дырура, еиуеиԥшым егьырҭ ҳара ҳазхазҵаз аҳәынҭқаррақәеи ҳареи ҳус иацура арӷәӷәара. Спасибо. Следующий вопрос задам я. Мы все помним, недавно приезжал первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко, президента России. Во время своего недавнего визита он заявил, цитата, «Выборы пройдут быстро, а дальше надо думать о серьезной программе развития. Сегодня далеко не реализован потенциал экономического сотрудничества Абхазии и России». Как вы думаете, какие проекты возможно реализовать в рамках данного сотрудничества? Вот вы как раз говорили о экономическом сотрудничестве. Вот что можно вот здесь? Конечно, прав, уважаемый чиновник, но все эти проекты почему-то на протяжении последних 15 лет не развивались, не обсуждались, и хотя вопросы точно так же ставились, и колоссальные финансовые средства в нашу республику поступали со стороны Российской Федерации. Конечно, есть очень много проектов, которые нужно развивать, рассматривать. Прежде всего, те проекты, которые Абхазия самостоятельно не может реализовать. Это инфраструктурные, большие проекты, которые необходимы для развития. Безусловно, потенциал большой, их можно перечислять в разных, практически во всех сферах нашей экономики. Опять же, он же, кстати, сам процитирует, его цитату сейчас не могу сказать, но он говорил и дал оценку тому инвестиционному соглашению, которое стало катализатором всех этих процессов ноябрьских. Кстати, он сказал о том, что данное соглашение не соответствует интересам как Республики Абхазия, так и Российской Федерации. Вот. И впредь, когда мы обсуждаем такого рода проекты, естественно, мы должны учитывать прежде всего интересы нашего государства. И когда будет речь идти об этих совместных проектах, прерогатива и вообще во главу угла всегда будут стоять, еще раз повторю, интересы государства и нашего народа. И тогда все проекты будут взаимовыгодными, успешными. Конечно, контроль, конечно, целевое расходование тех средств, которые будут направляться в этих проектах, очень важно. Возможно, даже создание отдельной структуры, которая будет контролировать реализацию вот этих совместных проектов. И чтобы авторитет и уважение и доверие к нам поднялось до самого высокого уровня со стороны Российской Федерации. К сожалению, мы его опустили ниже очень низкой планки. Спасибо. Хас Владимирович. Я повторю одну вещь за Даутом. Мы тоже слышим заявления российских чиновников, и сегодня проходили встречи наших земляков, так скажем. Главное, что я для себя услышал, то, что это однозначная оценка, мы примем любой результат выборов абхазского, то есть выбор абхазского народа, независимо от результата, мы примем. Дали оценку как несправедливую, я так считаю, пресловутому инвестиционному соглашению, ставшего катализатором последних процессов. Это очень важный момент, отрезвляющий, так скажем, думаю, для наших властей. И в какой-то степени дающий надежду, что последующие наши взаимоотношения с Российской Федерацией из сферы такой, как сказать сейчас, полушарлатанской, придут в нормальную рабочее русло, в котором главным постулатом будет прозрачность и понятность их для нас и нас для них. То, чего не хватало последние годы. Не только 5 лет, сразу оговорюсь. В случае исхода, сейчас на дебатах как-никак, в случае нашей победы мы тоже эти варианты продумывали. У нас есть что предложить, например, Российской Федерации. Может, это звучит нескромно сейчас, но мы такие же граждане нашей страны, претендующие на какие-то посты, где эти вопросы и прорабатываются. Есть что предложить, есть много интересных проектов. Какие, назовите, одну-две. Ну вот какие вот можно реализовать? Ну, вот. По-вашему, полезно, если, как мы выше озвучивали, однобокое развитие туризма в нашей стране приведет к печальным последствиям в экономике, я думаю. Вообще все, что развивается однобоко, в итоге оказывается не очень продуктивным. Производственную базу в нашей стране развивать. Что касается их опыт использовать Российская Федерация, это один из лучших опытов в мире, примеров цифровизации, государственного управления. Вот пресловутые госуслуги, я о них говорю. И вообще методы управления государством в России, некоторые вообще инновационные вещи, которые там появились, надо их брать, применять на нашу
почву, как говорится. Это касается плана гармонизации. Он у нас стал каким-то, всегда озвучивается каким-то негативным подтекстом, но там большая часть вопросов, вообще-то это нужные, жизненно важные для нас вопросы. Кстати говоря, это вот то, о чем я говорил, там это все отражено. Если пересмотреть этот план гармонизации, мы найдем много полезных проектов, нужных для нас, повторяю, в первую очередь, потому что вступить в эти международные структуры, сегодня нас туда никто на порог не подпустит при том уровне развития нашего администрирования или самоконтроля, так назову. Вот в этом мы могли бы попросить помощи в первую очередь. А став потом современнее и понятнее для них, конечно, это будет взаимополезно уже потом. Спасибо. Откур патайпа? Так, психология стархолома. Шиштахой. Инвестиция псныка яр здахам адждухов хасарас скуяна гомаха уя инвестиция ахар хора шаио паус зло ярбан инвестицию изетхало ярбан хархарто хажлар пснаикун хор интерес ко ахчома ячаглома абри цкая лымка закон явазе инвестиция ко иред халаз ахтысква ивдру ауп яхай замтанут малхар корхон заги хазгас насги алхаз Владимир Павлович хазев шабри туризм апартамент ко мацара иред халана акункон ажлар заги ецерзепшна акытакна инвестиция акацаразамы агалыхрат объект ко рыкацара заги ирбо елка аджик виджек интерес ко мацара адхала накункан абсолютно заги ирухо акацара инвестиция ко ируду халар қалойт яхапеха ацарадыр арцара агана хала евепшим яхапеха зада псуха хамам апсна обжарат занаат хан хазчу среднее специальное учебное заведение ртагыла заашевка водею абрехархартала инвестиция ко яна шохтола ухой яурхар айхарак яхапсна ихагу азанаат ко ихауртар қалот абас епшико проект кварчан ажлар яртны ербозар яз ишаз ятныцыз яра ахархора шаяуз ачагылараги аджги яйтадзум абреза ханоп инвестиция ко заги епшзамхан захо ажлар интерес ко апхедзе яргылана ахауям тазы яра язго итаз галоги нас яра изаханги зынза ичгена акункон ерге ихо яирхо аха хапсовилар интерес коге хчана апсанра яхо абасяна кала. Спасибо. Теперь моя очередь задавать вопрос. Вот среди команд, участвующих в выборах президента, говорят о том, что необходимо перераспределение полномочий между президентом и парламентом. Возможно, этот вопрос вам уже не раз задавали, но тем не менее хотелось бы еще раз услышать. То есть, есть ли необходимость менять эту форму государства? Если да, то почему? Если нет, опять-таки, почему нужно оставить президентскую форму правления? Прошу. Алхаз Владимирович, опять с вас. Ну, у нас сейчас стадия, поиронизировать же не запрещается. Абсолютно. Эпидемиологи мы были, вирусологи, энергетики. Сейчас вся страна политологи прекрасно разбирается в полномочиях президента. То если не иронизировать, то, конечно, мы пришли в итоге 30-летнего периода послевоенного, я считаю, к президентскому самодержавию. Если мы правильно подсчитывали, наши коллеги еще в 6-м созыве, около 130 руководящих должностей высших сверху донизу практически назначает один человек. То есть президент так или иначе аффилировано назначение с ним. Так что обсуждать о том, нет ли у нас перекоса, даже не приходится. Общество не просто так об этом сигнализирует, кричит уже, что пора что-то менять. Естественно, рецепты простые, они уже тоже давно проработаны группами юристов, уже сколько уже этих комиссий, комитетов проведено, сколько уже собраний и так далее.
какие-то общие черты уже, конечно, они сформированы. В первую очередь, я считаю и думаю, в общей канве озвучу, что президент должен передать, вернее, нам надо так, всем народу решить, передать, например, представление генерального прокурора парламенту, представление премьер-министра парламенту, министров экономического блока кабинета министров передать парламенту. Вот такие вещи, естественно, от президента должны перейти, думаю, в парламент. Просто даже вот в этой конве, если сделать несколько вот этих шагов, я думаю, даже это даст тот эффект, который жаждет общество от этих реформ получить. Поэтому думаю, что бояться нам не надо идти к реформам. Как говорил один политик наш, нет денег, нет реформ. Это как раз тот лживый постулат, который на многие десятилетия задержал наше развитие. То есть ваша команда в случае прихода... Насколько я знаю, у вас в программе вы убираете должность премьер-министра. А где вы это прочли? Нет? Первый раз Вице-премьеров. Вице-премьера тоже не считаю, что сейчас это самый важный этап реформ для нашей страны. То, о чем я сейчас выше говорил, это обязательный будет эпизод. Потом считаю приведение в несколько иной вид законодательства относительно выборов депутатов и вообще вида парламента нашего. Считаю, что если уж, извините, говорим о реформах и не только полномочий президента касаемся, то цензы при выборах депутатов, они требуют ужесточения, я считаю. Сама форма парламента должна быть смешанной, это тоже уже общество, юридическое сообщество уже кричит об этом давно. Надо прислушаться, надо взять и сделать, наконец-то, уже эти реформы, которые давно назрели. Спасибо. Алхас Владимир Ипа ишиҳазепшо хымпада усепшия ҳабхязот яхапсна ахада иму адцаква акырдза иуадаҩуп аӡәихала анагӡара азыҳәан убри аҟнытә хымԥада уи заҟа абжа сҳәома абжеиҵара ҳәа сҳәома ихадароу аминистрцәа ралхраҿоума апарламент амчрахь ииагамзар ԥсыхәа амаӡам ҳәа исыԥхьаӡоит. Избан иахьа изыҟумҵои еиуеиԥшым жәохә министррақәа ҳамоуп. Аминистрцәа аӡәы икандидатура мацара акәымкәа ҩыџьагьы ркандидатура апарламент ахь инашьҭны рпрограмма ықәыргыланы адепутатцәа ирзыӡырҩны иалырхыр, убысҟан иаҳа азҵаарақәа еиӷьны иара аминистр иаҵанакуа ахырхарҭагьы аус еиӷьны аусура ишалаго агәра згоит. Убасҟан иара апрезидентгьы аҽԥныҳәа иоуӡом иара иааганы иқәиргылаз аминистрцәа аус руӡом. Ажәакала иара абарҭ азҵаарақәа зегьы абри иахьа иҳамоу аиҿыхарақәа аԥхьа изыргыло дара роуп. Абри аҩыза аусқәа роуп изыхҟьогьы иахьа Аԥсны Ахада изаамҭанытәым иалхрақәа рахьа ҩынтә хынтә аҭагылазаашьахь ҳзааихьо. Агәаанагара сымоуп хымԥадагьы араҟа ишырҳәоз еиԥш алхрақәа рышьҭахь ҳара ҳкоманда иааира ҟалар, абри аԥхьа иқәыргылатәу зҵаараны ишыҟало. Егьыс сара уажәы исыԥхьаӡом аԥыза министр иҭыԥ аҭахӡам, мамзаргьы уи ихаҭыԥ аҭахӡам ҳәа даҽа усуп. Абарҭ аминистррақәа еизааигәақәо еидҵазар, ҳара ҳҳәынҭқарра хәыҷӡа жәохә министрра сара сгәы иаанагоит даараӡа ирацәоуп ҳәа, жәаба рҟынӡа иҟалап иҵегьы еиҵаны, абас еиқәҿырҭуа, еизааигәо аминистррақәа еидҵазар, иаҳа ауаагьы иазыҟаҵо џьарак еидкыланы аус аныруа еиӷьуп, иҭбаауа аминистррақәа арахь алҵшәа дук аазмышьҭуа аус руазар аасҭа.
Харах программа чидала, ну. Я точно знаю, что упраздняется должность вице-президента. Та скупа бре реформа, ко избана обзор хара рабхе харгало, то бре вант халагар хтахуба президент ила. Абартамчра кое хамо аннак зарат азбарат наски азакпан пцарат амчра кое хамо хпа хмчрак и хипшим хаях пхедзо. Убарт рынуц атак пхукра харах труп. Брезен и ахцару бас аяшачпана и хипшимный аларазаха. Прежде всего, вот отвечая на вопрос, что это дает и почему, в чем необходимость реформы. Дело же не в том, чтобы просто взять и перераспределить полномочия и отдать часть полномочий президента парламенту. Дело в том, что это переход к другой форме правления. Сейчас у нас чисто президентская форма правления. Мы в своей программе предлагаем перейти на президентско-парламентскую. Были разные проекты, в том числе и были мнения о том, что можно вообще рассматривать парламентскую республику. В пример приводили период начала 90-х годов, и в том числе и военный период, когда у нас был коллегиальный орган, Верховный Совет, и благодаря, в принципе, во многом благодаря этому органу мы смогли в политическом плане и войну пройти, и послевоенный период, первый до принятия Конституции у нас функционировал этот вот коллегиальный орган. То есть у нас в нашей истории пример такой был. Но мы посчитали, что раз мы уже в течение 30 лет отработали форму президентского управления, знаем ее элементы, и там тоже есть определенные плюсы, потом абриапсу, ариапыза, насусян, турахаджге, аджи, авторитет ЗМО, в общем, хидгао тусуб хашо, менталитет лагиус хау, пахазикдаро, барт хайцна, с коллегиальный орган, хайзишто уиги патуакхцу. Убризик хахупшин, в басе хацбит, президентская парламентская форма, она означает то, что за президентом сохраняются основные полномочия по Министерству обороны, по силовому блоку, по военной доктрине, по выдвижению кандидатуры премьер-министра. Но мы предлагаем такой вариант, при котором выдвижение премьер-министра, и он сам набирает министров самостоятельно. И вот такой Кабмин уже президент утверждает, но далее они попадают в парламент. И в парламенте проходит процедуру согласования. И тут возникает двойная ответственность. Как бы президент выдвигает, парламент согласовывает, и ответственность уже за работу правительства лежит полностью на парламенте. Но не на том парламенте, я уже не укладываюсь в время, но вкратце скажу, не тот парламент, который мы сегодня имеем, а парламент, который будет выбираться по смешанной системе, то есть представительство партии. Мы хотим обеспечить, опять же, оговариваясь, не тех партий, не в таком виде, в котором они сегодня есть. Надо там провести тоже реформы, усилить закон, но прежде всего усилить именно исполнение закона в области, в том числе и партийного строительства. И в результате мы получим более качественное управление государством. Это, еще раз говорю, пример и опыт разных стран, он так работает. Ну, можно я еще, у вас в реформах указано, что вы упраздняете должность вице-президента. Да. Ну, это же как бы избираемая должность. Но можно ли это в эти 5 лет это можно осуществить или все-таки это на будущие 5 лет? Нет, смотрите, речь идет о внесении изменений в Конституцию. У нас там прописаны сроки. Это, по сути, новая Конституция. Ее так тоже можно назвать, потому что, понятно, основополагающие главы сохраняются. Это бесспорно не обсуждается. Но в части именно президентского изменения формы правления, там появляются уже новые статьи. И, соответственно, как только они будут приняты и начнут функционировать, вступает в силу новая Конституция. И, соответственно, уже по новой Конституции упраздняется должность вице-президента. Почему мы считаем, что она фактически формальная и не отвечает требованиям вообще современного государства, в нашем случае? В нашей Конституции всего лишь там одна строчка посвящена вице-президенту, выполняет отдельные полномочия президента. И по сути, опыт нам показывает, что все предыдущие вице-президенты либо не дорабатывали до конца своего срока, они там через 2-3 года, кто-то по состоянию здоровья, кто-то там по каким-то другим причинам слагал в себя эти полномочия. Либо деятельность вице-президента в течение 5 лет нам, как правило, неизвестна. Если только какие-то периоды возникают, они где-то выходят на политической арены по тем или иным причинам. Поэтому мы считаем, что в государстве достаточно других государственных должностей,
при которых может реализовать государственный деятель себя, и не обязательно, чтобы это была выборная должность. Мы усиливаем Кабмин, мы делаем правительство более сильным, более субъектным, и главу правительства наделяем именно исполнительным, он становится руководителем исполнительной власти, главой. Он субъектен, вот как раз таки эта форма. Парламент мы планируем партийное представительство усилить. В этих партиях могут себя проявлять государственные деятели, если хотят проявить себя в государственном строительстве. То есть это формально, и сегодня говорят, а как вы, вот вопрос был в Гудаутах, там же региональный баланс, который определяется посредством вот этих вот должностей. Я говорю, тогда получается несправедливо. Президент по Конституции, там целая глава ему наделяется, да, вот он, допустим, Бзыпский, да, он целая глава. Вице-президент Абджуйский, у него там одна строчка. Или наоборот, а где здесь баланс? Наоборот, несправедливо. Надо это убрать и сделать так, чтобы вообще было все ровно. Спасибо. Но он в конце срока президента всегда остается исполняющим обязанности. Ну, у нас, кстати, по нашей программе Привилегия. не только 2 уровней, мы 5 уровней. Кто за кем в случае отставки должен принимать на себя обязанности руководителя государства. В Америке это, по-моему, даже 6 или 7 ступеней. Все это можно прописать. Табуб, анестез цара. Ишыждыруа еиԥш иахьатәиаамҭазы иҟоуп азин абџьар аныҟәгаразы. Аҵыхәтәантәи аамҭазы абџьар ихылҿио амашәырқәа ртәы жәдыруеит. Шәгәаанагарала ирымхтәума азин ауааԥсыра абџьар аныҟәгаразы, мамзаргьы ус ишыҟоу иааныжьтәуп. Абџьар хәыҷык саргьы сазааигәоуп, абџьар бзиа избо среиуоуп, абџьар изкыз среиуоуп, азыҳәан иҟалаз салагом. Ишәҳәаз иашоуп, хымԥада аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзакәым, нас аибашьра ашьҭахьтәи жәижәаба шықәса раахысгьы абџьар иахҟьаны, амашәырқәа рацәаны иҟалахьеит ишыжәдыруа. Ааигәатәи ахҭысқәа уи иаҳагьы иҵауланы ишьақәдырӷәӷәоит. Еиуеиԥшым ацәажәарақәа абџьар зынӡа ирылгатәуп, мамзаргьы абџьар аныҟәгара ҟалаӡом ҳәа иҟоуп. Абџьар аныҟәгашьа аҵәахышьа иазкны азакәан ыҟоуп апарламент аҟны ирыдыркылахьеит. Иаҭаху акызаҵәык арӷәӷәароуп, ацклаԥшроуп, аҭак ԥхықәра ауп, уаҳа акагьы ауаҩы ацәгьара ҟазҵарц изҭаху абџьар иҭаҩны имоу ала, иныҟәиго ала иҟаимҵаргьы ауеит. Абџьар аԥшаара иахьа адунеи аҟнагьы имариоуп, Аԥсынгьы абџьар уаҩы изымԥшаауа дыҟаӡам, ацәгьара игәы иҭеикызар. Убри аҟнытә абџьар рылгатәуп ҳәа назҳәақәо ргәаанагара сара сақәшаҳаҭӡам. Иахьа Аԥсны иҟоу аҭагылазаашьақәа аӷа ҳареи макьана аиқәашаҳаҭра анҳабжьам аамҭазы абџьар рылгара иашаӡам ҳәа исыԥхьаӡоит. Амала аныҟәгара азин змо иахьа ишаҳдыруа еиԥш ацәгьарақәа ҟазҵахьоугьы аныҟәгара змо азин змақәо ыҟоуп, ӡәык-ҩыџьак иаҳдыруеит. Ахымҩаԥгашьа иақәымшәо, зныкымкәа ҩынтәымкәа иара убри абџьар зхы иазырхәахьоугьы иахьа иныҟәыргартә азин аҳәынҭқарра ала ирымоуп. Убри уаҩҵас еилкааны иацныҟәатәуп. Азакәан аҟны ишаҳәо аибашьра аветеранцәа аҵәахрагьы аныҟәгарагьы азин рымоуп, нас ақәра иара иақәнаго аҟны ианнеилак. Сара сгәаанагалахьала абџьар аҵәахра иҭаҩны измо зегьы азин рымазароуп. Аныҟәгара ауаҩы даараӡа дгәаҭаны иусура иахәаԥшны, нас ашәарҭара зцу аус аҟны аус иуазар, аныҟәгарагьы азин иҭара иашоуп ҳәа исыԥхьаӡоит. Еидкылан иаҳҳәозар, иара иахьа апарламент аҟны ишьақәдырӷәӷәахьоу азакәан уахәаԥшуазар, иаҳәоит зегьы, амала еиҭахгьы исҳәоит арӷәӷәара, ацклаԥшра, аҭак ԥхықәра, уаҳа акагьы иҭахӡам. Рылгара сара сақәшаҳаҭӡам. Этот вопрос мне еще близок, потому что в нашем созыве принимался закон об оружии. Да, и Илья вот Гуня выносил
этот закон был принят. Мы немножко просто не знаем нормы закона, поэтому мы из одной крайности в другую кидаемся. Сейчас мы говорим, конечно, в контексте тех трагедий, которые произошли. Это не чужие нам люди погибли, тяжело об этом говорить, но я напомню другой аспект. В новейшей истории, когда наш народ обезоруживали уже, и мы встретили какие тяжелые времена, извините, другая крайность, и погибло еще больше человек. Я вспомнил о законе не просто так, там достаточно подробно расписан механизм, возможность получения, там, ты проходишь все эти там, обследования и так далее, условия хранения достаточно и запрещено ношение в публичных местах. Мы просто не выполняем то, что прописано в законе. И к этим молодым людям, я не знаю, кому подходили, может кто-то знает, делали сотрудники милиции замечания, почему у вас там торчит рукоятка пистолета сюда. Мы просто не делаем того, что прописано. С одной стороны. С другой стороны, все взрослое боеспособное население Абхазии по закону является резервистами. И имеет право, и вообще-то и должно, как правило, хранить в правильных условиях на дому свое боевое оружие, имеет право, по крайней мере, на это. Это еще один момент. Знаете, мы живем в такой стране веселой, у нас от диктатуры до демократии нас носит постоянно. И я думаю, что вооруженное как раз-таки население, наличие оружия у населения, повторяю, по-моему, останавливает власти вот у опасной черты каждый раз. Если вы меня правильно поняли, надеюсь. Поэтому я поддержу Эдгура Патовича. Я считаю, наше общество должно иметь возможность хранить, носить оружие только в разрешенных, конечно, там, условиях и так далее. Лишать оружия, разоружать народ, который находится в состоянии ни войны и ни мира, я считаю, мы не имеем никакого права. Несмотря, повторю, на вот эти страшные трагедии, отнимающие наших друзей, ну, должно быть нам это уроком, конечно. Спасибо. Спасибо. Другое дело, в парламент ходить с оружием, это, конечно, в законе не написано такое, чтобы человек ходил на работу. Написано. Нет, запрет, да, я говорю, чтобы он ходил на работу. Закон есть, в законе прописано четко, как можно, как нельзя. Что касается хранения, абсолютно я согласен. У нас в программе мы даже указали, милиционная система, по примеру Швейцарии, это наличие оружия у каждого боеспособного гражданина для того, чтобы в той ситуации, в которой мы можем оказаться в любое время, мы не застрахованы, мы могли оперативно принимать решения по защите нашего населения, нашего государства. Что касается ношения, действительно, тут вопрос целесообразности и вообще этикета по поводу того, как вообще носят оружие молодежь, для чего это делается в заведениях, в учреждениях медицинских, в образовательных, в парламент. Вот тут сказал Эдгур Патович, какая необходимость ходить с оружием. Мы должны создать такие условия внутри государства. Наверное, это касается и правоохранительной системы, и общего правопорядка, при котором будут жестко контролировать, с одной стороны. С другой стороны, у тех людей, у которых, не знаю, какие-то есть проблемы или угрозы, может, какие-то есть враги, не знаю, какая необходимость может быть ходить с оружием, например, в общественные места. Я не вижу этой необходимости. Есть спецслужбы, есть соответствующие структуры, которые в рамках установленных законов должны носить с собой оружие, выполнять свои прямые обязанности. Все остальное, это относится к хранению, да, оно должно быть у населения с соответствующим разрешением, с проверками ежегодными, как хранится, где хранится, как во всем, в принципе, цивилизованном мире. Опять же, опыт есть, я уже об этом сказал, выше в каких государствах. Только так. Спасибо. Продолжаем вот о реформировании говорить, да, и все мы понимаем, что на любую реформу необходимы те или иные средства. Вот вопрос соответствующий такой, откуда брать эти средства, я не знаю, там, за счет чего, вот, на ваш взгляд, чем зарабатывать государству, это там сельское хозяйство, не знаю, восстановить энергетику, криптовалюту, может быть, добывать, это сейчас немного утрирую, но тем не менее, то есть за счет чего, то есть, да, мы понимаем, что не всегда можем получать ту или иную помощь нашего стратегического партнера, поэтому как нам зарабатывать, то есть за счет чего, повторюсь? Можно, если позволите? Да, конечно. Значит, что касается средств, которые необходимы для реализации реформ и вообще всех нормальных, хороших процедур, которые мы хотим внедрить. Начинаем с того, что мы, реформируя Конституцию,
предполагаем сокращение именно органов, которые выполняют дублирующие функции. То есть дублируют органы исполнительной власти. Например, администрация президента. У нас там сегодня есть очень много отделов и разных работников, которые занимаются теми же функциями, что занимаются в правительстве, в кабинете министров. Вот, кстати, я говорил уже на одном из выступлений, что по проекту государственного бюджета на 2025 год расходы на содержание администрации президента составляют 135 миллионов рублей. Вот. Тогда как расходы на содержание аппарата кабинета министров 70 миллионов, то есть практически в 2 раза меньше. Но при этом мы, если имеем представление, чем занимается аппарат кабинета министров, мы не совсем понимаем, чем занимается администрация президента, для чего нужны такие колоссальные средства на ее содержание. Поэтому, когда будет производиться реформа, речь идет прежде всего об оптимизации тоже расходования бюджетных средств. Там есть над чем поработать. Мы, если сегодня возьмем проект бюджета и попытаемся его раскрыть, очень много статей, которые мы можем пересмотреть и переориентировать эти средства. И больших средств на то, чтобы провести эти реформы, тоже не требуется. Средства в основном потребуются для того, чтобы пакет законопроектов принимать и работу провести определенную. Может быть, туда больше средств понадобится, но тем не менее все это по силам нашему государству. И наоборот, после того, как эта реформа начнет работать, более эффективная работа правительства позволит концентрировать средства и направлять их уже в нужное русло. А что касается увеличения доходной части, там тоже у нас очень много работы предстоит. Прежде всего, это именно администрирование налогов и введение такой системы налогообложения, которая будет удобна предпринимателям. Та же вот упрощенная система налогообложения, которая у нас начала работать, она начала работать в урезанном виде. Хотя мы в Общественной палате, к нам поступил законопроект, чтобы мы дали свою оценку. Мы дали оценку, мы сказали, что нужно его дифференцировать и сделать так, чтобы он был удобен предпринимателям, которые занимаются в разных сферах экономики. Но, к сожалению, пошли по пути упрощенному, сделали один вид налога, 6% с оборота, и на этом остановились. Это не решает вопросы. Очень много у нас находится в тени по той причине, что создают определенные неудобства, невыгодно человеку платить налоги. И с одной стороны нет контроля, с другой стороны он все делает для того, чтобы уйти от этого. Это мы сэкономим, а чем зарабатывать? То есть сэкономим хорошо, там распустить администрацию? Нет, не сэкономим, мы соберем налоги, мы сегодня их не собираем, у нас в тени находится. Зарабатывать чем, то есть вот помимо всего прочего? Государство вы имеете в виду или предприниматель? Нет, я имею в виду государство в общем. Государство, то есть, руководитель государства, вот куда направить? Государство зарабатывает прежде всего прежде всего надо начинать с того, чтобы оптимизировать расходы. Второе, собираемость налогов увеличить не за счет давления на бизнес, не за счет того, чтобы повышать налоги, а именно за счет того, чтобы реформировать систему, упростить в определенных вещах уплату налогов для малого и среднего бизнеса прежде всего. Это позволит увеличить собираемость налогов. И третье, проводить инвестиционную политику, то есть поддерживать за счет поддержки малого и среднего бизнеса, создавать новые рабочие места. Это можно делать за счет привлеченных средств. Государство должно быть заинтересовано. Раз мы находимся в рублевой зоне, у нас нет своего эмиссионного центра, значит мы должны создавать условия для привлечения сюда рублевой денежной массы. По разным каналам это можно делать, в том числе и по валютному соглашению, если мы сможем такое соглашение с нашим партнером стратегическим заключить. Спасибо. Формы разные. Спасибо. Спасибо, Алхас Владимирович. Ну, во многом согласен, конечно, с Даутом. Здесь рецептов не так много, но каждый шаг требует больших от нас усилий, но это то, что мы должны сделать. Помимо этого, вот вы спрашиваете, на чем заработать. У нас практически отсутствует, я не говорю, что полностью перерабатывающая промышленность. Более худо-бедно мы являемся производителями каких-то там фруктов, овощей. Практически полностью мы их не перерабатываем, поставляем, сырье, так назовем. Одна эта переработка влечет увеличение прибыли уже достаточно такой значимой в государственном масштабе. Пресловутый туризм даже описывать не буду, повышение его качества, удобств для туристов и так далее. Как складывается конъюнктура, сейчас не хочется ехидничать, но то, что случилось, трагедия экологическая на Черном море, привлечет к нам летом уже очевидно еще большее число туристов. Потом мы еще забываем и как-то себя недооцениваем в условиях вот международного такого кризиса.
и ситуации, в которой находится Россия, заблуженная санкциями практически полностью по периметру, осталась маленькая щель в этом санкционном заборе, это мы. Почему бы не развивать логистические проекты? Сейчас это не напрягайтесь, я не только про Грузию. От нас можно с помощью портов, которые их пока нет, но которые развиваются в той же Ачамчире, допустим, почему бы не рассмотреть строительство новых, и такие варианты есть. Потом, допустим, транзит, это же не только поезда и машины, есть еще транзит связи, финансов и так далее, технологий. В этом смысле мы так удобно расположены, не то что географически, удобный статус у нас такой полупризнанный, который позволяет нам гибко приспосабливаться к этим условиям и оказаться полезными вот в этом смысле слова для такого огромного партнера, как Россия, что сулит для нас, я думаю, немалую прибыль. Опять-таки на фоне того, что Дауд сказал, внятного администрирования наших расходов и доходов. А если учитывать, даже боюсь предположить, какой у нас оборот в тени находится, ну, 2-3 бюджета у нас там точно плавают. Так что значимые суммы сразу выйдут на поверхность. Спасибо. Радгур Патович. Я абсолютно согласен с коллегами, как Дауд правильно сказал, он больше знает про это. Деньги, вот когда государство распределяет по приоритету, то есть яхай ханы хатаху, яхай цаны хатаху, абсны яму ахарчко маджза миха, хара яхаму ресурсква, ах яхар хаша, туризм мацараги аку мадз, абсны яхаму адзицкеква дунеючупи Ацква ирчырпшны юхозар территория ядкылан апшбатби атыпа аннакылот. Уя хархора егир табрака апсны юпымло яхапа ухяур хаша аматарка ирацадзыны иқопа мармалташома дачакома инерт материалка Рома убардзаги ахунткар яла нагалу яша нахархора нукалалак реформа корзаханги язхот яха бюджет и маджзана измо ахархарта ка хабацара Рома губзерах чарома культура гана халома захенджераги юрхарта алшарака яхаму убри акнат Яша набреус айчкара нукалалак сгой анагойта реформа кварзаханги язхо бюджет яха яму аста акыр яхана иштухар тепшата глаза аша коцар холотя. Табуб хатырского кандидатша бряла теледебат кой бет бехта харкушви. Только привыкли. Я цахцуйте шешуйцу эфир, брюзас зараз сымоп, вот конкурсный подбор кадров. Вообще, как вы видите реализацию? Возможно ли это вообще воплотить в жизнь? Конечно, возможно. Есть примеры, где в определенных организациях именно таким путем пошли, и все прекрасно работает. В основном это коммерческие структуры, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать специалистов не по родственному признаку принимать на работу, а именно специалистов, которые могут сделать работу хорошо и качественно, которая в конечном счете повлияет на результат деятельности того или иного предприятия. По такому пути, на наш взгляд, должно пойти и государство. В этом нет ничего сложного и удивительного. Поставить задачу. Должна быть такая цель – сделать работу органов государственной власти эффективнее. Для этого обязательно нужно принимать на работу специалистов и квалифицированный персонал, который знает, как эту работу сделать. Определить параметры, установить какие-то ограничения и начать работу по
проведению этих конкурсов и привлечению работников на те или иные государственные должности. То есть сначала нужно это законодательно определить, нормативные акты создать соответствующие, а потом уже начать этот процесс. Он будет, конечно, длительный, в какой-то части он будет болезненный, потому что, набирая людей по конкурсу, надо будет освобождать тех людей, которые не соответствуют тем или иным должностям. Но опять же, при наличии воли у государства, этим людям, которые будут не соответствовать этим должностям, всегда можно предложить иную работу, менее квалифицированную, сделать так, чтобы эти люди не остались без работы. Все это решается на государственном уровне. Алхас, Владимир. Здесь трудно придумать что-то новое. Здесь сперва надо расписать правила игры, то есть по-другому называя белое пятно в законодательстве, не описывающее такой категории, как конкурсный отбор. Надо принять закон, рассмотреть, значит, вот как говорили, в каких областях это применимо. Потому что в некоторых отраслях в конкурсном отборе не может быть и речи, например. И еще есть момент, что в каких-то отраслях, в той же медицине у меня, например, там конкурс проводить даже нет, среди кого не будет номинантов. К сожалению, есть такие непопулярные специальности. Тут уже, наверное, включится какой-то госзаказ, что ли, начиная со школьной скамьи, когда уже целенаправленно надо отправлять там, на учебу, подготавливать кадры. Тут уже не до конкурсного отбора, конечно. Ну, когда о конкурсном отборе говорят, конечно, у всех на самые значимые, на министерские, такие общественно заметные должности. Конечно, первое, что в голову приходит, именно это. Почему бы и не попробовать, как говорится. Мы, например, проводили встречу с туристическим сообществом, с людьми, работающими в этой сфере. Вот они эту идею подсказали. У нас, говорит, не профильный министр сегодня действует, а вот там кто-то, у нас есть несколько номинантов, давайте проведем среди них конкурс. Давайте проведем, вот, пожалуйста, сфера, может, станет первой, управляемая выбранным на этой основе руководителем. Вот и будет хороший социальный эксперимент. Я думаю, он будет вполне себе положительный. Конечно, не надо бояться, надо делать. Спасибо. Я тоже считаю, что если даже вот не во всех структурах, то конкурсный отбор надо делать обязательно, вот, чтобы так не случилось, что там химик стал министром культуры или строитель министром образования или экономистом, главврачом, скажем. Досузаги ртыбква дара иззыман шалу акна инерц азахан конкурсла усоп егшихаца тухан исабхазот конкурсла рихаваца риурта и талозар ялгаз занат змо конкурсла усурахе изномгой исквалахи сара абра на телехопшрачон шуксква крапхя конкурсла журналист шарал пшара на корреспондент шарака и нами посвазубли комиссии салахан конкурсла азеча арцеча хужбахчаква рзахна алхрам япагон убрепиша яхнарбет убре конкурс яхсыз русура рылчша зака ибзио Вака усхан днана гадзомера занаат змам, мамзарги вара уа, ваша, ма алхракваран юва гылаз, абри виза камларца захана сгой яна год дарбан напхкавиза алаги убри интерес има заробха. Апснахадаги, яхаб яра министр ча релаза араджги, дара министр ча русора захан ядергалоги убас конкурсла ирудер колозар, Яха акырыз цараква дзбахот и проблема не хаму. Табу пидуцен сарамачик сакчет ахпапехты, что цараку шерефи мазари имыштер халойт. Сможем продолжить задавать вопросы. Ну, скажем, я выше задавал вопрос про то, как заработать деньги. Ну, скажем, вот мы сэкономили, заработали эти деньги,
куда в первоочередные направления нужно вкладывать, вот, на ваш взгляд, где, возможно, где больше проблем, возможно, какие-то другие есть условия выбора этого направления, я имею в виду, допустим, там, образование, возможно, здравоохранение или какие-то либо другие сферы, вот, на ваш взгляд, может быть, 3 основных направления, вот, куда бы вы как бы уделили особое внимание вот, в случае как бы достаточных средств? Я считаю, что в образование, в здравоохранение и оборону надо вкладывать в первую очередь. Потому что мы все знаем, что без образованных людей не будет сильного государства, не будет экономики. А здравоохранение – это здоровая нация. Я парока бюджетах на ико, барт исхаква захархартаква арахно был вчера министр Авахия из Салацу Муртанаса урастул пи ява парака рхо едырхой таха абхедза иргулана на царадыра гана хала по остаточному принципу. Вы из-за калаша амазам сара исханепш ахунткарраква яха ичио ибзиан ишак гулана икако урухапшар урта малла дара ибею базахано пацара изахнырцо хаузхазом елкаано пишахнырцо ацара яхнырцо это заханоп дарги избехаз убри акнат убри абхаза иргулату заропха исабхазот дарбан за алаги пснахадарахе инева абри абхаза иргулату зара на япха иштурцва идырва зароб хара яха ихамо хчар апснавинуцха евепшим азанатква рыла насове апрю акосмосихицо напрю тхамам зарви ака геурымаха хаким бзе тхама зароб экономист тхама зароб егирт яха яхевахай зыда психуха мазанатква рыла ибзе незыхацо хама зароб убриакна апара айгзара тахзам сарас свой анагоит ханткар хадача уяпхе иказги уир рзелка авамаздха ахарц харасикало ари хушкуса уеус иванаца абри хушкуса рюнуцкала алцшазава аусква апара ахнырцо ацарачин хушкуса рыл алцшауз гватадзум жаба вейза шукса атахоп уяштахоп вара языкацо специалисты данвава абри апхадза иргулату зацараку ярубаса апхапал хаса губзерах чара ханги специалисты дазухов царцазахана бижба аба яшкусара рханза ихтанцатуп урт нас арахи ханхну ярпепшата гыла заашаqa цатуп яхаза qavi сара ихнза здырва информация хани жуик рқанза урастула хакимча зыязара харакуа кандидатша докторча профессорча урастула авсарвет арахия изымаве убри амзазква елкатуп тагыла заашьа аҟамзаара рыхиадырхо амругақәа рымамзаара ауалафахәы амаҷра азҳаз еиԥш абас ирацәаӡаны иҟоуп ааигәа ақәгыларақәак рҟынгьы абас азҵаара ҟаҵан ҳҿар урыстәыла аҵара зҵо Аԥсныҟа игьежьуа маҷуп алимитқәа рыла ицо азхала ицо уи иара иҭахны дцар далгар ма уадынкыло мамзаргьы даҽа ҳәынҭқаррак иахьцода аха Аԥсны иазоурыжьуа алимитқәа рыла ицо игьежьуа раасҭа уа иаанхо рхыԥхьаӡара еиҳауп избан ҳәа азҵаара цәырҵуазар дареи ҳареи аиқәышаҳаҭрақәа ҳабжьаҳҵаӡом ауаҩы Аԥсны ахарџьала Аԥсны ацхыраарала Аԥсны иазоужьыз алимитқәа рыла аҵара дцазар даналгалак дгьежьны абрахь дшаауа данааилак аусурҭа ҭыԥ шиоуа насгьы иаҳҭаху азанааҭқәа рыла шакәу ишышьтәу абри ҟаҵамзар еиҳа-еиҳа иреиӷьны ҳашколқәа ирылго иреиӷьны дара уа урыстәылатәи аҵараиурҭақәа ирылго ҳҿар аамҭала иаҳцәыӡуеит Аԥсны
хех замурхо янхот. Не ответили. Да, пусть. Конечно, мы ждем. Хотел бы единственное, знаете, что добавить. Во-первых, денег много не бывает, и в обозримом будущем мы не заработаем столько, чтобы перекрыть все свои потребности. А потребности, как вы понимаете, везде горящие. Да, поэтому вот куда в основном, в первую очередь? Свет, конечно, энергетика, критическая инфраструктура, водоснабжение, энергетика, пока они не развалились полностью, требуют первоочередного внимания. Это вообще даже не обсуждается, потому что отношение такое на уничтожение последних лет нам еще аукнется в ближайшие годы. А полностью согласен, Эдгар Патович, еще образование – это наше стратегическое направление номер один, само собой даже не обсуждается, прокачивать наш АГУ, наши университеты, школы. И если, как сказать, рачительные хозяева, если мы вдруг станем такими, хочется в это верить в ближайшее будущее, каждый рубль вложенный теоретически должен приносить нам какую-то отдачу в будущем. Я думаю, что таким направлением еще одним должна стать цифровизация, о которой мы вот так мельком проговорили, потому что она будет экономить в нашем устаревшем во всех отношениях административном аппарате, экономить наше время и средства, самое главное. То есть все, что мы вложим туда, вернется нам с большей, как говорится, отдачей. Во-первых. Во-вторых, это, естественно, прозрачность, это открытость и так далее. Что касается, вот Патович заметил, много специалистов остается, надо не пожалеть денег, вот, казалось бы, такие вторичные задачи, но начать, наконец-то, стратегическое планирование. Там же будет отражено такой своеобразный госзаказ, что ли, на трудовые специальности, по которым мы отправим и будем ждать обратно специалистов, которых в принципе нет или которых критически не хватает, иначе о чем дальше говорить. И что мы сможем развивать, не имея специалистов, будем развивать, конечно, трудовую миграцию, все будут довольны, прежде специалисты, но это как бы такой тупиковый путь. Спасибо. Действительно, так вот в 3 пункта и не скажешь, куда важнее направить средства. И во многом я со своими коллегами согласен. Но я бы сказал так, у нас большие проблемы начинаются с экологией, потому что 2 свалки в Абхазии, одна из них горит постоянно. Вот мы ездим, имели возможность, ну, во-первых, я живу там недалеко, в городе Гагра, и как только вот ветер в сторону Гагры направляется, мы эти запахи все слышим, дышим этим. И могу сказать, что действительно это уже начинает носить масштаб катастрофы. Просто никто об этом еще не говорит громко. И прежде всего я думаю, что высвобожденные средства, которые могли бы образоваться в результате оптимизации эффективного такого подхода, нужно направить именно на то, чтобы ликвидировать вот эти наши экологические проблемы, решить вопрос со свалками. В селе Кацикыт построили мусороперерабатывающий завод. Понятно, что его объемы такие, что они не справятся со всем мусором, который у нас в республике собирается, но тем не менее по каким-то причинам мы никак не можем дождаться, чтобы он начал работать. Сроки его ввода в эксплуатацию постоянно двигают, и мы видим, что это масштаб только растет. Ближе к лету будет еще хуже. Вот первое, мы если себя позиционируем как курортная страна, каким образом мы хотим привлечь туристов, тем более в зоны, вот курортные зоны, которые уже развиты, не говоря уже о том, что мы хотим развить восточную часть, мы уже и там создаем проблему, и непосредственно, где уже курортная отрасль развивается более-менее, у нас там существует угроза вообще экологической катастрофы. И, соответственно, ни о каком курорте говорить не стоит. Если мы говорим, как Алхаз Владимирович отметил, что каждый рубль нам должен приносить как минимум рубль 50, тогда мы должны вкладывать, во-первых, в свою экологию, это наша жизнь, наше здоровье прежде всего, и параллельно с этим мы должны создавать условия для того, чтобы туристы к нам ездили и, наоборот, развивать инфраструктуру. Помимо этого, там и дороги прицепляются, и водоснабжение, которое мы никак не можем уже сколько времени с этой проблемой справиться. Колоссальные средства, я согласен. Но в течение 30 лет, я думаю, что при правильном подходе можно было многие вопросы снять, которые сегодня на повестке стоят.
Это первое. Безусловно, образование, безусловно, здравоохранение. Это те вот направления, которые необходимо включить именно в перечень приоритетных расходов и там, где нужно увеличивать эту расходную часть для того, чтобы качество повышать. Там тоже вообще куда вот так не ткни пальцем, у нас везде по всем направлениям большие проблемы и нужно решать те вопросы, которые, к сожалению, в одночасье решить мы не сможем. Времени для этого тоже нужно много, но надо начать. Как говорится, мал-помалу, шаг за шагом можно снимать все эти вопросы, параллельно экономику создавать, параллельно заниматься социальными вопросами. То, что требуется населению. Табу банеспес арабсшол иqasцоит ҳҳәынҭқарраҿы практикак ҳасабала иҟоуп, иаҳҳәап хәышықәса рыҩныҵҟа амчраҿы иҟоуп, проектк хацдыркуеит, миллионла ԥара ақәдырҵоит. Анаҩсан Аԥсны анапхгара аҽанаԥсахлак уи апроект аангылахоит, иааиуа ҿыцдаратәы хацдыркуеит, убри аҳәынҭқарраҿы иара иабанӡаԥырхагоу, насгьы убри ҟамларц азыҳәан абас ишԥаҟаҵатәу ихацдыркыз проект анаҩсан анарха иуартә еиԥш. Иасмыԥхьан санцәажәоз аиҿагылара ҳәа иарбану ишәаԥхьаӡо ҳәа аныбҳәоз абыржәтәи азҵаара еидуҳәалар ҟалоит. Иашаҵәҟьан иазгәаҭоуп апроектқәа хәышықәса еиҳабык данааилак иара дызлаго анаҩстәи ари аҿырԥштәы иаазгар ҟалоит, ишәгәалашәоит аибашьра ашьҭахь ачаи арҿиара, арҿыцра, аиҭашьақәыргылара азыҳәан миллионла аԥара ахҭынҵан. Апрезидент данырԥсаха ашьҭахь ачаи ари ҳара Аԥсны иаҳмыхәо культуроуп ҳәа ихырбгаланы ашәыроуп, ашәыр ҳара иҳахәо ҳәан ашәыр иалагеит. Ашьҭахьтәи алхрақәа рышьҭахь ашәыргьы иаанкылахеит. Абри ҟамларц азыҳәан ауаҩы абри хәышықәсатәи аус мацара дазымхәыцроуп. Аԥхьаҟа иҵагьы инаскьаны еихаҳауа ицо уажә иаҳҳәап аминистрк аӡәы далагазар уск аҟаҵара сара сԥышәак антәи иаазгот ҿырԥштәык аԥсуа школ цқьа апроект ыҟан Владислав Григорий-ԥа ихаангьы ишьақәдыргылахьаз аԥсуа школ цқьа ҳәа. Ԥсышәала амаҭәарқәа зегьы еиҭаганы експериментк аҳасабала абри ҳалагарц ҳгәы иҭакны еиқәыршәаны ҳашәҟәқәа ашәҟәҿыцқәа реиқәыршәаҩцәа рзыҳәан агрантқәа ԥшааны ирыҭаны иақәҳаршәеит. Но хәышықәса рышьҭахь даҽа министрк даннеи ари иҳахәаӡом ԥсышәалатәи ашколқәа рзы уажәы ахарџь ҳзахҭынҵаӡом ҳәа иаанкылахеит уи. Ус уҳәар ҟалоит абни хәышықәсатәи ҳџьаба ҳусура иахҭынҵаз аԥара иаанхеит алҵшәа ҳәа акгьы ҟанамҵаӡакәа, ахархәара маиоуӡеит. Ари ҿырԥштәык нас аҵараминистр аҟны иҟаз азоуп изысҳәо, аха уаҟа уиаара ирацәамзаргьы иахҭынҵаз егьирахь ирацәаӡаны иара абни ачаи атәы шысҳәаз еиԥш ашәырқәа реиҭаҳаратәы егьырс-егьырс ирацәаӡаны амал анаҩсан ахархәара амаиоуа иаанхот. Абраҟа Давыд Валентин-иԥа ишиҳәоз еиԥш идыргылаз ари намусар иалзыԥшаауа, иалзыршәшәо мацара аума, ус заҟа ргылааз ацха, ус адызулоз аума, архьшәашәагақәа, ашәыр аҵәахырҭақәа роума. Абри аполитикатә аҭагылазаашьа иазкны акомандақәа рҽеиҭныԥсахларақәа раан ус аанхот, аԥхьа ирҿиаӡом. Ари проблема дуӡӡоуп, хымԥада ауаҩы иара иалагаз абри аус атәы издыруа, нас уи Аԥсны Ахада иакәым знапы ианыз министр роума, даҽакума, идҵазароуп аҵыхәанӡа иус наигӡарц азыҳәан. Аус анагӡара амаиоуазар аҭакԥхықәрагьы идхалароуп ауаҩы. Усоуп са сгәы ишаанаго. Табу Алхас Владимир-иԥа. Сара усгьы рус бызшәала сшәоҳәада. Я думаю, вот, да, я сейчас выше говорил об этом.
эти обрывочные такие проекты, которые вот Платович описывал, в частности, и много таких примеров еще, это от того, что мы не руководствуемся стратегическим планированием, есть такое понятие. Недавно, по-моему, был принят в парламенте закон, требующий программного подхода к планированию. То есть ты должен составить программу. Программа в нашем случае, что это такое, оценить проблему, определить средства для ее решения, круг компетентных лиц, кто это будет решать, сроки ее реализации, ответственные лица, естественно. В государственном масштабе, еще если выше этажом подняться, то на десятилетия вперед должны нами, нашей жизнью, нашей работой, должны мы руководствоваться в этом стратегиями, принятыми, разработанными серьезными экспертными структурами, институтами, с помощью АГУСа и, не знаю, всеми имеющимися, либо привлеченными извне. Если мы с вами... При президенте... ЦСИ вот разработала, я помню, в 2016 году, по-моему, утверждена была, но дальше реализация не сдвинулась с места, нет такой традиции у нас. Теперь от традиции надо прийти к виду законодательства. Стратегия принята, ты обязан ей руководствоваться, тогда на ближайшие 20, там, условно скажем, лет мы будем понимать, как должно развиваться сельское хозяйство там, или та же социальная сфера, это оборона, не знаю, это любая отрасль нашей страны. И тогда, может быть, кстати говоря, это отразится, кстати, на напряжении, там, на накале нашей политической жизни. Потому что каждая следующая сила, претендующая, будущая, являющая сегодня оппозиционной, у нас они меняются с большой скоростью, должна осознавать ответственность, осознавать свои силы в реализации того большого плана-стратегии, который принят. То есть это таким отрезвляющим немножко тоже душем будет требовать от тебя соответствующих компетенций и так далее. Ну, думаю, что в этом ключе было бы нам полезнее всем двигаться. Сергей Ацастаху, Ари Аую Хатала и Тахана и Алусаку Акумхару. Избанок Ирей Тахит и Айцот Далагут. И Тахит Азахан. Яхтаму, Яхнату, Яхнамту, Рызыкинас, специалист Герзендерозер, а вот убре Охтоп, Абрайшир Хазепши, а тут у вас еще на программа, Шакургулана, а у Якумко зацбо, Яра система уси Аларуб, и Нейлаги, Дзустаза Алаги, Апсахраква, Аллигал и Аламшрату Аларуб. У вас и ноология, система уса ноология, Яра Аураси Хаша последовательное движение будет. Еще куклот, Еге Оталс, Шеге, Юот, Хампадаус, нас Абрихахмопи Хаус, Хасаба, Дздалагу дает нас, шачдая на ней и пхаикуицот, и рейпу Далагот. Арахки Ахарджа заужуб, Анахки Ахарджа заушхут. Алцша Хабадзом. Саапара ус анышвяцахци. Уже Абхезар Халагар, уже критика Мацалар Хамчадура Заха. Абхел Айказату, Убри Амларазаха, еще Курготу, Убриза система. И не за Аллаги Убра система дацну орда. Сатана Заха. Ари Хапа министр Ихала Идзбас проектса. Ари проект министр Цурела Зарак на Яхасвет. Байшак другот. Убриакнат Абри Анакзара Япрхага Хазаую Тахирхумзар. Яра Яхтанцо, Абриахтанцо, Харджаги, Яра Идца Тулхансарас. Ну, ахно иншаллах, Яра Хаб Абсна Хадад. Чны псахлагиоп и нанкалаху, брёбся из христоху. И шакурухоп, шакуру из Эцбоги рабсна хада и гуана гарлицбоги мать замой что швоса пососал что там проект. Заги ягирах где проект, заги министр Цурела Зара, топ и хишу. Эвиге формат, не знаю, намуге хамдуру формат пасшанарту. Тут мы немного по времени, да, уже как бы зашкаливаем, но тем не менее по одному вопросу. Тут у нас много вопросов на самом деле. Вот думал сейчас какой задать, вот решил про село поговорить, как быть с селом. Буду субъективным, да, такое ощущение, что отток все-таки в города происходит из села. Чем жить селу, что делать для развития сел? Или это должно остаться, не знаю, как культурное наследие, куда мы должны там приезжать по праздникам и не более. Вот, буквально несколько дней назад говорил с руководителем одного из сельскохозяйственных бизнесов, скажем так, в Восточной Абхазии.
Вот. И по его словам, как он рассказал, из 50, да, штатных единиц, которые у него есть, не буду говорить имени, где зарплата 50 тысяч, ни одного местного представителя местного села. То есть как так? В то же время мы говорим, что вот селу негде работать, нечем заняться и так далее. Вот тут несколько вопросов, но все не связаны про село. Что делать с селом? Есть ли проблема? Может, нет проблем, не знаю. كراوة خوشك سهابو بيتاسا ساقل. يا ربي حقيقي تروح. كتا يالي أصحاب زيجي خطالة سرجي كتا يخاو جران زيجي كتا وسكوس سرجوب ياشوب هرزارا وسكوشك عام تيحانيس شغوتاخا سابشم شيشا يسمشا كتا قنصخوب نبشا فعلا وسزواس سريوب يبزيد زنوي проблема здоровья سكتا بشوبي جيرتا كتا كو جيرتا قلا زاشا شخو وبرياقنا بتربشتونا يسحوت كتقنا يخا هجاها أي بشرقلان زي يكون خوز زي أوس أنروز حشكولقنا كلاسك ب يشنا ينقز عام تقا ولا شو يخا في يوخ يجيني في يريحتهم يزخيا شكولا أتراد زرتور تيجا قدام تعشى جيرت خوب رخوشكوا ترابزي راور تزا يتجنا أكلا كخيار قد أخوجا شكولا أكلا كخدنا أوغلاك يعني يبي وقتجن إذن خزوم ورد جرخ يارو راينا لاك نس وس كلام غر خلازوم وجو خجلا أكتة دري يتشخر خود أكتة يحياها أبستازار إشباسهري وانزا يلا شواز وجو دارزا أرز حرقنزا إنانا قد أي كرخاشس ياموي حساس بيانا قد أبخذا يرجلنا سزالا غازجي أشكال كارروب أبري أخوشتارا يشكاتوب كультура أرزارات تب كقصتوب أخوشكوا أكترجن ينخلاق يزلاغو ها паспорт аума секцияққа ечканы ерман шалана бри акала кечо ирава тагыла зашаққа кытычы ирзық ацазар ртачыге вақа ян ход иқо цашар рачадзаны қопеха хапа кытан хамя агана хала ауе мач ядам зарги хунткар ала цхрара яур جو وترتخ قيصوت شر يرخ ويتعرخ ونيصوت يزدروي سرا أجكون شا يزايقو كوكتا كمش زاكو يخوز خالة تخرى عرادا عرخ ونصنا أخش بريزاقيا أخش خرطوة زلطوة يجيرتي ويت رتاعتوغي على نقرقوت حي شابيرا جو يزلاقا فتي بري أجورتشو تخرى أزوجي دحمس خرازيد ماجك يحس خرازجي يون بيحنا يحجي بس حكتة ماجك حنات خراوة قنزة يقحصونها وسنبخ يحير وطوب وكتا نخمخ يزوجتو أخرج راقا نكتا نخم министр يسمشا مبرغوتا проект كتا تخرار زرحن خمبدا يويبشما техника рыртота айтахатко рыртот цхрара qarцота ха ицаги ехана иqaцатуп насги убри цхрара иqarцо алпшарач сара издырвет ава амалги ичгамкон измо аха ахункарракынпи ясымша цхрара яхо еха яргвақва ехамамзара змо أخوجرة زمو أتعشرة يرد خرازر أكتقنا يانخود أبستازارة دشكالا يخو يقولون إماج زم يخا وخيور خوشا приемка وخيور خوشا نمروجا كوا интерес أتصلر أكتب أبستازارة أجي يانجنا دا زوم رح أكلاكيخ нас أوب حكتة كوغونا بس يشقى زبشة ربصة تنا ينانخو. توب. هذا شميك سراي سدرو يقزم ده شميك. Алхас Владимирович. Ну, знаете, сейчас я, может, как Патович
в деревню часто не приезжаю, хотя там много родственников, естественно. Но вот эти поездки сейчас, встречи с избирателями по разбитым дорогам, в разбитых домах культуры, порой и негде даже были в селах, где некуда пригласить гостей им было. Мы на улице проводили встречи. То есть о плачевном состоянии сейчас не хочется говорить, мы все с ним, к сожалению, знакомы. Последние 2 или 3 года, я сейчас точно не помню, но тенденция последняя. У нас сравнялось сельское, городское население, то есть мы идем в конве такой общемировой, когда урбанизация населения, гибель села фактически наблюдается по всему миру. То есть человек, так уже устроен, ищет лучшие условия, да, комфорт, и не хочет возвращаться. Но в то же время хотел бы, опять-таки, вот на примере Российской Федерации, если отследить, там огромные средства были вложены как в стратегическую отрасль. Во-первых, оценили сельское хозяйство, и просто гигантские средства были вложены в сельское хозяйство, в субсидии фермеров и так далее. Там это стало такой весомой статьей дохода бюджета Российской Федерации, именно сельское хозяйство. Значит, на селе произошли большие перемены. Там мы были в Черкесске, мы были в аулах, это же Краснодарский край. Если вы видели, какие там дома культуры, слушайте, с мягкими креслами, с отоплением и так далее. Может, живут не богато пока еще, но вся критическая инфраструктура, минимальный набор удобств у людей есть. Тепло, дорога, свет, вода, как говорится. С работой, может, не везде одинаково хорошо, но перспективы какие-то они описывали. В наших условиях, вот вы говорите, пример у вас, сейчас не хочу где и когда описывать, разбили огромную плантацию. Не знаю, там, чем занимались хозяева, но им понадобилось вот провести огромные работы. Пьющие рядом наши села, все пьют, потребляют, непонятно что, забыли люди вообще, что такое работа. 2-3 года болезненный процесс шел, сперва воровали, потом дрались, вот это все, притирка. А спустя 3 года работать начали, знаете, начали держаться за рабочие места, когда почувствовали, что это приносит доход, пить перестали, колоться перестали, там, непотребными вещами заниматься, село начало чуть оживать. Жаль, что этот проект закончился, сейчас не в этом дело. То есть это был как пример, будет работа, будет какой-то интерес, вот как Патрович говорил, у людей. Конечно, все можно оживить, все можно возродить, учитывая, что у нас масштабы тоже сейчас не российские, а гораздо компактнее. И вообще мы недооцениваем, я думаю, ту комфортную среду, в которой мы живем. Придут дни, когда жить в абхазском селе будет гораздо, не знаю, приятнее, лучше и, возможно, даже престижнее, чем в забитых пробками городах. Думаю, что мы к этому движемся. Может быть, и дай бог, чтобы так было. Но, думаю, перспективы есть, и дай бог, все получится. Спасибо. Да, действительно, в селах у нас плачевное состояние. Тут не могу не согласиться, потому что поездки нам показали, и во многих местах побывал впервые, и практически в каждом селе ситуация одинаковая. Что касается сел и их поддержки, конечно, государство должно повернуться к ним лицом, но мы понимаем, что сегодня в нашем государстве недостаточно средств, наверное, для полноценного развития села, поэтому мы должны находить другие формы, иные формы поддержки сел, в том числе и привлекать туда бизнес. Вот тут несколько примеров привели. Один пример, когда с рабочей силой тяжело, но есть другой хороший пример, когда в течение определенного времени, через определенное время все-таки этот процесс запустился. У нас есть опыт относительно недавней истории, советский период, когда в наших селах именно благодаря тому, что были определенные, да, были колхозы, можно сказать, перегибы какие-то были, но тем не менее это была своего рода программа развития сел, когда в селах были задействованы все жители этого села, и различные культуры там производились, мы знаем. Сегодня современные технологии позволяют все это делать гораздо проще и быстрее. И для этого, вот как раз, когда мы говорим об инвестициях, прежде всего нужно ставить вопрос инвестиций именно
сельскохозяйственное развитие. И тогда эти вот современные способы производства, современные там технологии определенные, они могли бы двигать наше сельское хозяйство. С одной стороны, это развивало бы, с другой стороны, создавало бы интерес для того, чтобы возвращаться в села и заниматься там именно бизнесом. Бизнес всегда привлекает, как нам известно. И, соответственно, вокруг этого бизнеса возникает определенная инфраструктура, начинают развиваться домохозяйства. Например, кто-то в таких объемах, допустим, если это мы говорим о больших объемах, о каких-то инфраструктурных проектах, то же самое вот органический продукт, так называемый, который производится в определенных ограниченных количествах, но стоимость его гораздо выше. У нас природа, мы пока еще ее не загубили свалками, слава богу, я думаю, что эту проблему мы решим. Производить такого рода продукт. И возле этих больших, крупных сельскохозяйственных предприятий будут возникать малые предприятия, малые фермерские хозяйства, которые на основе уже вот этих новых технологий будут создавать собственные производства для внутреннего потребления. Так вот тоже это мировой опыт, опять же, это не какая-то там новизна, но к этому надо стремиться. И таким образом это один из способов вот для того, чтобы возродить наши села и заинтересовать молодежь, прежде всего, возвращаться туда или местных жителей. Там же можно разными делами заниматься. Один бизнесмен, но другой может быть работником этого предприятия. Разные формы есть. Ну, вот как-то вот так, в моем представлении. Но села мы должны сохранить. Там Апсвора. Мы, кстати, были в Реках, в селе. Там один из взрослых людей, старших, говорил о том, что когда началась война, они отправили в Творчал 15 машин с продовольствием. Кукуруза, фасоль, там разного рода, все, что там производили. Он говорит, сегодня, не дай бог, что-то начнется, мы, говорит, и одну машину тоже не сможем собрать. Вот такая ситуация сегодня в наших селах. Но я думаю, что все это можно на позитивной волне, хочу закончить. Все можно делать, главное ставить задачи. Табуб идудзан, табуб, анест бехтеки, ахрукшам тахинет, иҵегь ажәа шәаҳҭоит, аха уажәы секундқәак рышьҭахь ҳгьежьуеит ари астудиахь. Ҳадырраҭара нас ишиашоу ицо ефир ателедебатқәа хыркәшамҭахь инеит, аҵыхәтәаны еиҭах ажәа шәаҳҭоит, ҩ-минуҭк инарзынаԥшуа, алхыҩцәа рахь шәхы нарханы рыбжьы шәара ишәырҭарц ахәҭаны изыҟоу ҳәа убри рашәҳәарц ишәылшои. Шәара шәзалырхар акәуи. Адгәыр Паат иԥа шәылаҳалакап. Иахьа Аԥсны ахадарахьы инеиуа акандидатцәа хәҩык ықәгылоуп. Рызегьы зыхиақәгәыӷуа Аԥсынраныҟәгара ҳалшоит ҳәа изыԥхьаӡо роуп. Ауаҩы дарбанзаалакгьы алхаҩ иара ихатәы бжьы имоуп, ихатә гәаанагара имоуп. Абраҟа дызусҭазаалакгьы убас еиԥш дазнеир сҭахуп абри алхрақәа жәлала, аиуарыла, мамзаргьы даҽакала, ма административтә ресурс ахархәарала акәымкәан ауаҩԥсы иара ипрограмма дызнысыз амҩа аԥсҭазаараҿы иҟаиҵар зылшо агәра ганы абас еиԥш иҟашәҵар ҭахуп. Аԥхьа ацәажәара саналагоз ишысҳәаз еиԥш ҳара егьырҭ акомандақәагьы ус ргәы иҭазар акәхап, аха хықәкыла ҳара сҩыза Аԥсны ахадарахьы акандидат Олег Мсас-иԥа Барцыцгьы саргьы абри ҳгәы ианҭаҳкуаз аԥхьаӡа иҳаргылаз ҳара иҳалшоит иахьа иеиҿагылоу ҩ-мчык, ҩ-командак дара ирылахәугьы ргәаанагара рыцеиҩызшо ауаагьы реидкылара, рымчқәа реизакра Аԥсынра иахәо аҟаҵара ҳәа. Абри азы агәаанагара сымоуп, абри иҩыза ахәыцшьа иҳацеиҩызшо ауаа имаҷыҩӡам ҳәа. Аха сара аԥхьаӡа иргыланы исҳәарц исҭаху дарбанзаалакгьы алхратә урнаҟны шәаннеилак цқьа шәхәыцны хәышықәса мацараз акәӡам Аԥсны Ахада дзалшәкәа, иҟалап абри ҳара Анцәа иҳаиҭаз аҵыхәтәантәи ҳгәыӷра акәзаргьы
Аԥсны иныҟәигоит ҳәа абжьы зышәҭо, иақәнаго, иакәны аԥхьаҟа шәгәыӷрақәа зегьы иназыгӡо, аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ишҳахьло еиԥш иашаӡамкәан иҟасҵеит, абжьы исҭахьан, аха сҩашьа азаап ҳәа шаҳҳәо еиԥш убриҩыза ҟамларц даараӡа шәазхәыцны абжьы анҭашәҵо убри шәхахьы иаажәгарц сҭахуп. Абзера шәзыҟалааит ҳтелехәаԥшцәа, ҳалхыҩцәа. Алхас Владимир. Пользуясь случаем, еще раз с удовольствием обращусь к нашим избирателям. Хочу вас попросить 15 февраля сделать свой выбор, основываясь не на буйно расцветших последние 2 недели пиар-технологиях, связанных с избирательной кампанией. Я призываю все-таки отталкиваться от 15 ноября и тому, что предшествовало этому тяжелому дню. Все последние годы наша страна шла по такому, я считаю, краю лезвия, когда могла совершить непоправимые ошибки. 15 февраля, я считаю, мы избираем не просто команду, не просто набор чиновников очередной, а должны сделать, я надеюсь, поворот в курсе нашей страны, в курсе развития нашей страны в сторону сохранения ее суверенитета, ее независимости, укрепления этих понятий священных для нас, которые дались нам, напомню, какой ценой. Поэтому прошу всех наших избирателей сделать осознанный, продуманный, обдуманный выбор. Не голосуйте сердцем, не голосуйте по фамильному родственному принципу, голосуйте всегда разумом, взвесьте все за и против, взвесьте все, что вы слышали последние годы. И я думаю, эти выводы позволят сделать правильный выбор. Приглашаю вас на избирательные участки, надеемся на вашу поддержку. И спасибо за все, что вы для нас сделали вот эти 2 месяца практически. Спасибо за внимание. Ҳаҭырску алхеицәа иҭабуп иахьа ҳашәзыӡырҩит, ишәаҳаит иаҳҳәара иаҳҭахыз. Убас ҳәар сҭахуп сара сзыдгыло Роберт Ашба икоманда сахалахо, убас хықәкыс иқәҳаргылаз азҵаарақәа рацәаҩны ишәаҳахьеит, аиԥыларақәагьы раан иаҳәахьеит, ҳгәаанагарақәа ишыҟаҳҵогьы ҳҳәит, арыцхәқәагьы ануп. Убри шәақәшаҳаҭзар, шәаргьы шәгәаанагара убас иҟазар, Аԥсны иалагалатәуп аԥсахрақәа, Аԥсны иаанкылатәуп иҳамоу убри иҵауло аполитикатә кризис алҵрагьы, иаҳԥшароуп убри алҵшьагьы. Убри зегьы шәақәшаҳаҭзар, аҳәара ҟаҳҵоит, ҳшәыдгыл, шәыбжьы ишахәҭоу еиԥш ирышәҭ, изышәҭогьы шәхәыцны, нас ишахәҭоу еиԥш абри Аԥсны ԥсахтоуп, Аԥсны аҳәынҭқарра апроект ҳәа изаҳәо аԥсуаа ҳпроект ихьчатәуп, арҿиара аизҳара ашҟа идәықәҵатәуп, ҳаишәԥхьаӡозар, аҳәа ҟаҳҵоит, ҳшәывагыл. Иҭабуп даараӡа, бзиара бзаалак. Ҳаҭырсқәа акандидатцәа иҭабуп даараӡа аамҭа ԥшааны ҳастудиахь шәахьаз, ҳазҵаарақәа рҭак ахьыҟашәҵаз, ажәлар аҭынчра рҭахуп, аҿиара рҭахуп, аилибакаара рҭахуп. Шәара шәалхны шәҟалозар, ажәлар рымаҵ жәуртә еиԥш анцәа алшареи амчи шәиҭаат, ишәаҭәеишьаат. Иҭабуп идуӡӡан. Иҭабуп зегьы иахьа амаҵ зуаз астудиа зегьы иҭабуп идуӡӡан ҳәа шәаҳҳәоит. Февраль жәохә рзы алхрақәа рышьҭахь ҳажәлар зегьы аиааира ргат. Да, мы завершаем прямой эфир, который длился почти 2 часа. Благодарим наших гостей студии, благодарим наших телезрителей. Напоминаем, что буквально вот через неделю выборы президента Республики Абхазия. До свидания. Ҳаҭырсқәа телехәаԥшцәа, абри ала уахатәи ҳтеледебатқәа хыркәшоуп аҩаша, февраль жәеизаразы аԥсуа телехәаԥшра аканал аҿы ишиашо ицо аефирала имҩаԥысуеит Аԥсны Ахадарахьы акандидатцәа злахәу ателедебатқәа ишәеишәмыжьын абзиараз.